Здравствуйте. Большую часть сегодняшней передачи займет отчет о рейде, который накануне провели члены Межведомственной комиссии по контролю за игорным бизнесом. В состав этой комиссии включены депутаты Окружного совета Якутска, чиновники столичной администрации, а также Роспотребнадзора и налоговой инспекции. Этой комиссии поручено отслеживать ситуацию в игорном бизнесе в связи с тем, что вступили в действие сразу два закона – федеральный и республиканский о регулировании игорного бизнеса. Члены комиссии будут регулярно осматривать игорные заведения с тем, чтобы, во-первых, контролировать ситуацию в них, а во-вторых, с тем, чтобы выдавать властям рекомендации относительно того, как следует регулировать эту самую игорную деятельность. Но вначале рассказ о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. Правительство республики установило стандарт и предельной стоимости жилищно-коммунальных услуг на 1 квадратный метр в размере 116 рублей 10 копеек в месяц, с учетом расходов населения на электроэнергию и газ. Ну и стоит, наверное, все-таки пояснить суть вот этого самого стандарта. Да, в такую сумму должны уложиться управляющие компании в своих расходах. Ну и часть этой суммы платит население, когда ежемесячно вносит плату за коммунальные вот эти самые услуги, а часть, остающаяся, компании будут получать из муниципального бюджета. Газета «Якутия» со ссылкой на администрацию Якутугля пишет сегодня, что Высший арбитражный суд России утвердил мировое соглашение между Росимуществом и якутским правительством по акциям холдинговой компании «Якутуголь». Это решение означает о том, что, в общем-то, закончился спор между Россией и Якутией относительно того, насколько законно было приватизирован Якутуголь. Да, еще оно позволит республике и Российскому фонду федерального имущества объявить конкурс по продаже акций в компании «Якутуголь» и «Эльгауголь». Вчера в Верховном суде республики начались слушания по так называемому делу мэрии. Подсудимые оказались явно измотаны длительным содержанием под стражей в следственном изоляторе. Так, экс-заместитель главы администрации Сергей Петров потерял в весе почти 20 килограммов. А еще одного заместителя главы администрации, Елизавету Николаеву, охранники буквально были вынуждены вносить в зал суда. В самом начале заседания Елизавета Николаева выступила с 3 ходатайствами об изменении меры пресечения на подписку о невыезде. Второе ходатайство было о несогласии с обвинениями. И третье, она просила в случае отказа выпустить ее из изолятора или хотя бы разрешить госпитализацию. Но суд отклонил все 3 ходатайства и не рассматривал их вовсе. Однако, несмотря на все это, суд все-таки прервался. Дело в том, что адвокат Николаевой вызвала врачей с тем, чтобы они в течение 2 дней все-таки выдали медицинское заключение о том, способна ли ее подзащитная участвовать в процессе. Мы не должны жестко подходить к этим рамкам. Мы, в принципе, должны определить нарушения и постараться их устранить. То есть выставить требования к устранению этих нарушений. Те игорные заведения, которые будут находиться непосредственно с такими грубыми нарушениями, конечно, будем выходить с требованиями по закрытию этих игорных заведений. Вот, в принципе, наша такая работа. А сколько их всего в городе сейчас? На сегодняшний день в городе Якутске 68 по информации по нашей. Хотя маленькая информация разнится. Почему? Потому что здесь не учитывались еще те моменты, которые в магазинах находятся, столбики, будем говорить, они все народные, находятся еще на местах общего пользования, это в гостиницах, это еще где-то. Да. Вот это мы еще пока не учли. Но, в принципе, первоначальное наше задание в том плане, что сначала выявить более крупные, пойти по крупным, а потом, соответственно, и затронуть такие мелкие, как в магазинах, как в гостиницах, как в парках, как еще где-то. Этот зал из числа сравнительно благополучных. Хотя, если строго следовать букве закона, а их даже 2 – федеральный и республиканский, то и здесь можно найти нарушения. Для их выявления необходимо ознакомиться с документами на заведение. Здесь они не в полном объеме, и потому владельцу предложено донести их для оценки законности существования игорного зала. А что касается местного закона, в принципе, ассоциация принимала непосредственное участие в его написании. Он поддерживается целиком и полностью. И чем он раньше, скажем так, начнет исполняться, тем будет выгоднее и для ассоциации, и для всех участников рынка, и для горожан, и для жителей республики. Вы сами-то на каких-то нарушениях знаете, нет? Нарушений? Да их пройти по городу, их видно невооруженным взглядом. Зайдите в магазин любой, где стоят игровые автоматы, эти столбики непонятные, где играют бабушки наши там и подростки. Что уже, в принципе, по закону запрещено с 25
февраля этого года. Все равно стоят. Ну, видите, у нас уже все говорят, что в России нужен закон для исполнения законов. Да? Все равно. У нас очень все это же инертно происходит. В принципе, когда вот эти законы появились относительно регулирования горного бизнеса, была такая оценка, что он больше в интересах крупных, скажем, горных заведений, нежели вот каких-то мелких. Это действительно так? Ну, что касается федерального закона, то да, это действительно так, потому что существует там пункт, который говорит о том, что чистые активы предприятий, занимающихся горным бизнесом, не могут быть менее 600 миллионов рублей. Цифра достаточно внушительная не только для нашей республики, но и в целом по России. А у нас кто-то есть, кстати, попадает под такой? Да, я думаю, что после вступления закона в силу с 1 июля 2-3 оператора на рынке горного бизнеса останутся. Но это останутся действительно достойные. Игровые залы сегодня разбросаны по всему городу. Ситуация более или менее нормальная в тех из них, где установлена плата за вход. Ну а большинство игровых залов настолько демократичны, что вход там свободный. Причем не только для того, чтобы поиграть, но даже и выпить. Я не про этот зал. Позднее мы с вами увидим, как на глазах охраны, администратора и членов комиссии в другом зале один из посетителей будет пить прямо из бутылки. Ну а у Рубикона и из соседнего зала нарушение одно. Закон запрещает нахождение их в торговых заведениях. Но, в принципе, это является одним из нарушений. Поэтому вот я еще раз хочу повторить, да, о том, что мы, в принципе, да, комиссия создана в первую очередь для помощи. Если выявлены какие-то нарушения, если это нарушение незначительное, если соответствует площадь, ну, естественно, где-то что-то бывает, какие-то мелкие нарушения. Хотя, в принципе, это уже нарушение, которое оно приравнивается к более таким большим, да, нарушениям. Но, тем не менее, это тоже разрешаемо. Назначаемость вот этой именно помещения, соответственно, должно быть отвечать хозяин. Они же здесь арендуют, я так понимаю, все эти места. То есть, в принципе, они здесь не должны все-таки находиться? На сегодняшний день, да. Меня делегировали с комиссии по промышленности, предпринимательству, торговле, транспорту и связи, чтобы исключить вот эти вот какие-то административные барьеры и какой-то излишний прессинг со стороны власти, потому что, в общем-то, ну, это бизнес, пусть он и игровой, но это в любом случае бизнес, да. И если существуют законы, то надо действовать только в рамках закона, не более того. Как выяснилось, практически все игорные заведения Якутска нарушают самый главный запрет. Игорных заведений, то есть оформленные земельные участки под игорным бизнесом у нас только два. Это «Медуза» и еще один, по-моему, «Дракон», по-моему, точно не помню. Да, больше в городе нет. Все остальные незаконны, то есть целевое назначение земельного участка. Или кафе, или ресторан, но никак не игровой бизнес. То есть, по сути дела, это формальный признак для того, чтобы условия аренды, так сказать, нарушаются и... Да, это, в принципе, одно из тех условий, когда мы можем прекратить аренду земельного участка. Еще одно массовое нарушение закона – это нахождение игровых залов в жилых домах. А целый букет, я бы так сказал, нарушений преподнес комиссии игровой зал по улице Чернышевского, 32. Он находится на первом этаже жилого дома, это одно, в одном помещении с продуктовым магазином, это другое нарушение и так далее. Этот игровой зал находится рядом с учебными учреждениями. Это видно сразу. С одной стороны школа, с другой стороны лицей. Это раз. Во-вторых, значит, здесь, так сказать, криминогенная ситуация, потому что те ребята, которые проигрываются, выходят, рядом расположен магазин, и они совершают грабеж. То есть это фиксировали случаи такие? Да, да. Уже сколько раз жаловались на этот игровой зал, но, как видите, он еще до сих пор работает. На сегодня все. Смотрите в понедельник в Экси. Сахатеатр везет в Москву на фестиваль «Золотая маска» свою новую работу, пьесу «Дом Бернарды Альбы». В Москву я приезжаю как к себе домой, как в Якутск, часто там бываю. Ну там фестиваль. Ну и фестиваль, как бы тоже я там часто приезжаю как гости. И ничего особенного, как бы я не испытываю ни страха пока. Никакого дискомфорта. Дискомфорта тоже. Потому что это же просто игра.
Сюзанна Оржак номинирована на звание лучшего режиссера драматического спектакля, исполнительница главной роли Степанида Борисова на лучшую женскую роль, да и сам спектакль представлен в номинации «Лучший драматический спектакль большой формы». На сегодня все. Встретимся в понедельник. С наступающим вас Пасхой. Всего доброго.